Реализация инвестиционного проекта по распрацоўцы і укараненні лічбавых тэхналогій друку на баваўнянай тканине для пастельнай бялізны на 700 тысяч евро, якую профінансаваў інавацыйны фонд брэсцкага аблвыканкама, стаў мэтай рабочай паездкі на прадпрыемства старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатоля Ліса. Разам з кіраўніком вобласці са станам спраў на прадпрыемстве азнаёміўся і кіраўнік канцэрна «Беллегпрэм» Мікалай Ефімчык. Як было адзначана, Брэсцкая вобласць на сёння ўносіць значны ўклад у развіццё галіны лёгкай прамысловасці Беларусі і займае другое месца по нарушванню объема вытворчасці. Мы проанализировали деятельность предприятий, очень серьезное внимание уделили дальнейшему развитию их, в том числе с привлечением инновационных ресурсов и Брестской области, и Республики Беларусь, для того, чтобы продолжить нашу работу по дальнейшему развитию предприятий. В том числе, как одного из ключевых субъектов хозяйственной легкой промышленности, ну и значимые, так скажем, значимые предприятия для Брестской области – это Барановичское хлопчатобумажное объединение. Речь идет о том, чтобы максимально загрузить мощности, которые сегодня имеют, в общем-то, ну если так сказать, технические возможности, которые мало у кого есть, особенно в части отделки. И для этого у нас есть целый ряд предложений, в том числе оказание услуг и привлечение к совместной деятельности предприятий и других областей. Кіраўнік лёгкай прамысловасці краіны даў высокую ацэнку працы баранавіцкіх баваўняльнікаў. Яны нарушваюць аб'ёмы вытворчасці, чаму дапамагала маштабная рэканструкцыя. Адным з такіх прыкладаў стаў запуск у работу новага абсталявання. Это уникальное оборудование, которое позволяет делать вообще-то беспрецедентного качества рисунки, переносить их на текстиль, на ткани. И по сути своей мы имеем возможность как достаточно гибкого производства с одной стороны, с другой стороны очень такого сложного с точки зрения нанесения дизайна, с точки зрения возможностей. То есть, в общем-то, можно сделать фотографический эффект, и, конечно, это безгранично расширяет возможности наших дизайнеров, и мы будем в состоянии удовлетворить, в общем-то, на сегодняшний день любой вкус любого потребителя. У цяперашні час перад калектывам прадпрыемства стаіць задача трансфармавацца з кампаніі па вытворчасці хатняга тэкстылю ў кампанію, якая будзе прапанаваць спажыўцу комплекснае рашэнне ў сферы дызайну і інтэр'еру. Дызайнерамі прадпрыемства вядзецца работа па пашырэнні асартыменту ўжо існуючай калекцыі. Актыўна развіваецца і тавараправодзячая сетка. Гэта ўжо 73 фірменных магазіны. Плануецца давесці гэтую лічбу да канца 2017 да 100. Аб'ём продажу пры гэтым склаў звыш 17 мільёнаў рублёў, што ў 1,5 разы больш за адпаведны перыяд года мінулага. Вырас і экспорт амаль 8 мільёнаў долараў. Стаіць задача давесці гэты паказчык да 16 мільёнаў. Усё гэта дазволіць не толькі ўзмацніць існуючыя пазіцыі прадпрыемства, але і вызначыць далейшы вектор яго развіцця. Объединение, в принципе, показывает хорошую динамику. Вызывает единственную некоторую, так сказать, озабоченность – это загрузка мощностей. Если по качеству, по, в общем, по приготовлению, по швее загрузка достаточно серьезная, я сказал, что очень хорошие мощности в отделке. Они закончили сейчас инновационный проект, это цифровой печати. Это очень интересная тема и совершенно новый продукт будет. Хочу сказать, что у них экспорт прирастает более 30%. Если взять промышленное производство, тоже у них хороший рост, там больше 120%. То есть предприятие динамично двигается. Юрий Пешур, Владислав Бондар, Юрий Титул, телерадиокомпания «Брест».